Тем временем в Хангаласском районе уже сдали 4 новых дома. 3 в Покровске и 1 в Аксагалохе. В последнем побывал руководитель фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. Он принял участие в перерезании красной ленточки. С подробностями Саргалана Ильина. 2 23-квартирных дома в 2014 году и 1 26-квартирный в 2015. Таковы результаты действия программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Аксагалохе. Люди, наши жители поселка переедут в новые качественные добротные дома, как вы сейчас видите. Жилье построено очень качественно. Государство заботится о своих гражданах, и в лице фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства вот это дало возможность жильцам переехать в новые квартиры. В однокомнатные и двухкомнатные квартиры под ключ переезжают жильцы ветхих домов по улице Мира, Молодежная и Военный городок 5. Генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин поздравил новоселов и отметил, что в Аксагалохе аварийных квартир осталось всего 10. У нас сегодня один город остался уже без аварийного жилья, город Кемерово в этом году. Но вот надеюсь, что следующий будете вы. Поселок, где не будет аварийного жилья. Федеральная программа действует до тех пор, пока аварийного жилья вообще не останется в стране. Ну, вы знаете, мы постепенно решаем задачи, поскольку сейчас отселяем жилье, которое признано на 1 января 2012 года. К сожалению, у нас аварийное жилье будет появляться постоянно, поэтому дальнейшие механизмы уже правительство продумает и будет продолжение программы. Подрядчиком выступил Якутцемент. Строительство длилось 1 год. Руководитель заявил на церемонии открытия домов, что за качество отвечает и по всем вопросам, которые могут возникнуть у жильцов, обращаться лично к нему. Можно представить, какова радость людей, живших до этого в деревянных аварийных домах с удобствами на улице. В семье сколько вас и сколько будет проживать? 4 будет проживать. В двухкомнатной квартире? Однокомнатная. Однокомнатная. Ага. А квадраты соответствуют тем квадратам? Да, соответствует. Хорошая. Чисто все. И планировкой довольно. Мы там прожили, наверное, лет 20 прожили. Долго ждали, когда нас сюда переселят, в новостройку. Но вот, наконец-то случилось это, Не верится до конца, что действительно мы будем в таких условиях жить, где можно и помыться, и в тепле, и еще вид на реку. Вообще замечательно, да. Ключи с договором социального найма жители дома получат на днях, и новый 2016 год встретит в уютных, благоустроенных домах, которые государство им выделило бесплатно. Саргалана Ильина, Александр Ярков, НВК Саха, Хангаласский улус.